30% в районах республики. Из числа вновь выявленных случаев госпитализировано 30 человек, что составляет 4,6% от вновь выявленных пациентов. В целом, от общего количества активных больных лечение в стационарных условиях получает 5,1% и в амбулаторных условиях 94,9% всех пациентов. Есть, к сожалению, тяжелые случаи заболевания, и они зарегистрированы у невакцинированных пациентов и с тяжелой сопутствующей патологией. За сутки выздоровело 605 человек. В республике продолжается кампания по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 662 611 человек, что составляет 92,4% от взрослого населения республики, которые подлежат вакцинации. Ревакцинацию прошли 71% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители республики, обращаюсь в первую очередь к жителям города Якутска, к населению Алданского, Верхоянского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Среднеколымского районов. Так как на этих территориях отмечаются низкие темпы ревакцинации, и напоминаю, что крайне важно пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Также хочется напомнить, что наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. И поскольку вот этот предстоящий сезон гриппа и ОРВИ совпадает с продолжающейся эпидемией новой коронавирусной инфекции, очень важно быть привитым от гриппа, поскольку наслоение двух очень серьезных вирусных инфекций может привести к худшему прогнозу. В связи с этим в республике стартует прививочная кампания против гриппа. И сейчас самое время обратиться в поликлинику и привиться от этой грозной инфекции. Спасибо большое. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Продолжаем освещать самые значимые события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Отопительный сезон уже стартовал в Устьянском районе. Тепло подано в поселок Депутатский. В целом запуски котельных прошли в 11 арктических районах Якутии. Принято решение о выделении финансирования